Министерство юстиции России подготовило проект поправок в закон о банках и банковской деятельности, согласно которым ведомство рассчитывает получить доступ к информации об операциях и банковских счетах юридических лиц и граждан. Проект федерального закона разработан в целях совершенствования осуществляемого Минюстом России федерального государственного надзора за деятельностью некоммерческих организаций. Реализация положений, предусмотренных законопроектом, не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий для некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в соответствии с действующим законодательством, пояснили в пресс-службе Минюста, не уточнив, правда, о каких именно организациях идет речь. Инициативу уже поддержали в Комитете Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций. Там считают, что законопроект повысит прозрачность финансирования некоммерческих организаций и поможет исключить отмывочные схемы. Проблему роста задолженности россиян перед банками невозможно решить с помощью кредитной амнистии, которая по сути является разовой процедурой. В данном случае целесообразнее применить универсальный подход, заявила заместитель председателя Комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко. По ее словам, проблема роста кредитной задолженности граждан по-прежнему остается актуальной. На рост долгов, безусловно, повлияли условия пандемии, при которых часть россиян лишились работы. У многих снизились доходы, что в свою очередь негативно сказалось на возможностях надлежащего исполнения кредитных обязательств. Мы предлагаем два пути решения проблемы роста кредитных долгов. Во-первых, необходимо установить обязательную процедуру реструктуризации кредитной задолженности, пояснила депутат. В случае же, если долги были взысканы в судебном порядке, а половина доходов должника удерживается приставами, работодателем, банками или иными исполнителями судебных актов, у последнего должны оставаться средства в размере прожиточного минимума. Тем временем российские банки выступили против инициативы депутатов обязать их раскрывать клиентам причины отказов в кредитах. Сейчас банки могут отказать заключать кредитный договор с клиентом без объяснений. Законопроект предлагает обязать кредиторов давать несостоявшимся заемщикам мотивированное объяснение с причинами отказа. В Ассоциации банков России отмечают, что раскрывать причины отказа затруднительно из-за коммерческой тайны, которая распространяется на внутренние модели оценки платежеспособности клиентов. В ассоциации также не уверены, что их разъяснения окажутся полезными потенциальным кредиторам. Отмечается, что это приведет к значительному росту жалоб заемщиков в Центробанк, суды и службу финансового уполномоченного. Кроме того, участники рынка напомнили, что у россиян уже есть возможность оценивать свои шансы на получение кредитов. Так, гражданин России может дважды в год бесплатно запрашивать свою кредитную историю в бюро, тем самым анализируя свою платежную нагрузку. Интегрировать свою базу данных с крупными порталами объявлений о недвижимости предполагает Росреестр. Сервис позволит потенциальным покупателям жилья убедиться в достоверности объявлений и отчасти снизить риски при приобретении недвижимости. Если информация в объявлении о продаже квартиры совпадет с данными Росреестра, объявление будет помечаться специальным значком. Кроме того, в 2021 году завершится реинжиниринг официального сайта ведомства. Будет обновлен функционал личного кабинета и раздела «Жизненные ситуации». В будущем ведомство планирует создать виртуальную комнату сделок, доверенную цифровую среду для всех участников рынка недвижимости, где можно будет совершать сделки, не посещая офис. Также услуги Росреестра уже в этом году должны появиться на портале Госуслуг. Через портал предполагается начать предоставление выписок из Единого госреестра недвижимости.